Моя дорогая Анечка, папа твой уехал далеко-далеко и хочет рассказать тебе сказку, которую ты так любила слушать. Хочешь рассказать папину? Хотелось бы увидеться со всеми вами, побыть дома. Вчера вечером вспомнил свою сказку, что рассказывал Анечке, и хочется рассказать ее, чтобы ты ей прочитала. Крепко целую тебя, Ремика. Всем шлю привет и поцелуй. Целую, люблю, твой Р. Один раз папа, мама и Анечка пошли к тете Соне. Стасик, Анечка и Иса бегали и играли. Папа качал на качелях Стасика, потом Аню. Аня держалась за веревки, а папа ее качал. Раз, раз, раз. Потом папа Анечку снял и хотел посадить Ису. А Иса говорит: боюсь, боюсь. Анечка не боится, да? А Иса боится. Тетя Соня всех потом стала звать. Тамаля, Соня, Капуся, Стасик, Анечка, Лизочка, все идите пить чай, идите, садитесь. Анечка кушала валеля, Мася, хлеб, кабасю и пила сладкий чай. И Иса пила сладкий чай. Когда Иса выпила чай, она начала бегать. Вдруг тетя Соня кисила: «Тамаля, посмотри, у Анечки станишки моки?» А мама сказала: «Нет». Тогда тетя Соня кисила: «Капуша, смотри, вон Иса сидит на полу мок». Капуша поднял Исочки Патю и покричал: «У Исы танишки моки, и чулочки, и ботиночки моки. Моти, Соня, на полу мока-мока». Дядя Капуша тогда снял штанишки у Исочки и по чепке ее попил. «Будешь еще писать делать?» А Ися начала плакать. Анечка умница, Анечка большая, а Исочка маленькая. Анечке в штанишки писать не делает. Куда делает писать? В горшочек, да. Анечка умница, большая девочка. Папа очень сильно любит свою маленькую и умную Анечку. Очень-очень сильно любит. Целует крепко-крепко в папину шейку и целует в щечку. Твой папа.